Здравствуйте. В начале, как всегда, несколько коротких информационных сообщений. И начну, пожалуй, со слуха. В средствах массовой информации продолжается обсуждение кандидатуры Павла Бородина в качестве нового главы Республики Саха-Якутия. Ну а поводом для этих слухов послужила встреча 16 сентября Павла Бородина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Эта встреча произошла сразу после того, отмененной, скажем так, запланированной ранее встречи Владимира Путина с президентом Штыровым. Ну а это стало следствием скандального заявления Штырова относительно того, что он возможно, отзовет свою подпись под печально известным протоколом по поводу судьбы Алроса. С понедельника 14 контрольных пунктов учета автобусов в столице республики начали отслеживать за тем, как на всех маршрутах, включая и коммерческие, осуществляется перевозка пассажиров. Это происходит в рамках реализации проекта по созданию единой диспетчерской службы. Уже 90% автобусов, включая коммерческие, оборудованы специальными датчиками, которые позволяют идентифицировать каждую эту машину и передавать все данные в автоматическом режиме на компьютер единой диспетчерской службы. Ну, в свою очередь, это позволяет, во-первых, отслеживать интервалы, которые существуют реально между автомашинами, а также отслеживать и то, во сколько машина вышла на маршрут и во сколько она с него сошла. Впрочем, официальный запуск системы этой в эксплуатацию осуществляться будет только с 1 октября. В среду 27 сентября наша республика будет отмечать День Республики, однако праздничные мероприятия начались уже накануне. Во вторник был открыт мостовой переход улицы Пояркова через городской канал, что позволило вывести эту улицу в район площади Победы. Ну а в среду основным мероприятием, праздничным мероприятием станет открытие так называемого Старого города, которое завершится в 22 часа праздничным фейерверком. Фейерверк сам будет организован на Зеленом лугу напротив Преображенского кафедрального собора. Ну и теперь снова давайте вернемся к городским проблемам, коммунальным и не только. Речь пойдет до конца этой передачи о том, как будут решаться проблемы в обозримом будущем в Деревянном, не самом благоустроенном районе нашего города. Это 2, 3, 4, 17 кварталы. В свое время, лет 30 назад, когда здесь началась застройка, многие жители воспринимали ее как почти что дачную. Были песчаные грунты, достаточно много зелени, натуральных сосен, кустов и так далее, и так далее. Однако со временем коммунальное хозяйство Якутска довело этот район, что называется, до ручки, и сегодня его благоустроенным уже никак не назовешь. Не назовешь его благополучным еще и потому, что население здесь социально тоже достаточно проблематично, и сказывается это прежде всего в низкой платежеспособности. Соответственно, управляющие компании, которые получают жилой фонд в свое управление, здесь не только прибыли не получают, но и зарабатывают одни только убытки. Если взять официальные данные, то где-то процентов может быть 30, это которые проживают люди действительно на фонде. Процентов 30 это те, которые сдают квартиры. И процентов 30 это незаконно проживающие. Поэтому вот такой где-то приблизительный анализ. Соответственно, получается, квартплаты платят. Вот сегодня взять по МУП «Комфорт» предприятию, сборы составляют в пределах 40%. «Комфорт» это предприятие создали именно то, которое управляющие компании не хотят брать именно для обслуживания такого жилья. Но сегодня я считаю, что должен быть подход другой к виду оплаты. Почему? Потому что, к примеру, допустим, те услуги, которые люди получают в каменном фонде, они намного недополучают их в деревянном. Это хотя бы взять именно вода под полами. То же самое, к примеру, допустим, отсутствие дверных проемов, вернее, дверей, отсутствие дверей. То есть, я говорю, это все сказывается. Поэтому я считаю, что вот мое мнение. Потом слишком сдается фонда. То есть люди не проживают, сдают. Много проживают, в этом фонде проживает много незаконных жителей. То есть просто проживают, заняли квартиры, кто-то умер, проживают. А вот то, что касается изменения оплаты, это что, в смысле, чтобы в деревянном фонде платили меньше? Да, я предлагаю все-таки сделать подход чуть по-другому. Мое было мнение, конечно, это ляжет затраты на бюджет. Значит, я прекрасно понимаю, раньше было такое понятие, когда мы переключились на субсидирование. То есть мы за счет каменного фонда обслуживали деревянный фонд. Часть средств этих денег уходила. Да, сегодня в связи с введением жилищного кодекса такое уже невозможно. Почему? Потому что, как я говорил раньше, управляющие компании сейчас забрали каменный фонд, а деревянный фонд оставили мэрии города Якутска. Поэтому, соответственно, я думаю, что надо выделять какую-то дотацию. Ту, которая раньше приходила с квартплаты от каменных домов. Конечно, но вы поймите правильно. Вот, допустим, человек, живущий в трехкомнатной квартире в каменном фонде, и человек, живущий в трехкомнатной квартире на первом этаже в деревянном фонде. Очень большая разница. Конечно.
Поэтому, соответственно, я думаю, что человек должен платить именно за те услуги, которые ему предоставляют. Если услуги недостаточные, значит, я думаю, что мы как депутаты должны принять решение, значит, о каком-то субсидировании этого фонда. То есть о выделении дополнительной дотации и погашении, значит, какой-то части квартплаты. Ну, чтобы вас правильно поняли, я имею в виду жильцы, прежде всего речь идет о том, что деньги не им будут давать, а управляющим компаниям на поддержание этого фонда. Видимо, так, да? Ну, я думаю, что это будет так, да. Но от управляющих компаний хотелось бы, чтобы они обслуживали действительно достойно. То есть, чтобы, если пришла управляющая компания, пусть это будет деревянный фонд. Я в свое время выступал на сессии городского собрания и говорил, что нужно сделать привлекательным деревянный жилой фонд. То есть в каком плане? Надо сегодня его довести до соответственного состояния. То есть заменить полы, значит, отвести эту воду, сделать водоотвод. Это все сделать, соответственно, у него будет привлекательность. И тогда управляющие компании подтянутся к обслуживанию этого фонда. Жилищный фонд привлекательный для управляющих компаний, ну и, конечно же, для самих жильцов. Дело, конечно же, хорошее. Но я так думаю, что мало кто сомневается, что дело это будущего, причем достаточно отдаленного. Также большинство, наверное, из нас прекрасно понимает, что самое радикальное решение проблемы – это просто снести вот эти самые трущобы, можно уже, наверное, так называть теперь эти жилые кварталы, а на их месте построить каменное благоустроенное жилье. Ну, впрочем, опять-таки, возвращаясь к тому опыту большинства из нас, наверное, большинство прекрасно понимает, что денег на это нет. Ну, а как же во всех этих перипетиях, проблемах выживать тем тысячам семей, которые сейчас, в общем-то, проживают в этих самых домах? Депутат Сергей Визер, который уже выступал в нашей сегодняшней передаче, помогает как может. Строит детские площадки, строит тротуары, проводит еще кое-какие мероприятия по благоустройству этих территорий. Надо признать, что и некоторые жители, но правда их все-таки меньшинство, тоже не сидят сложа руки и как могут только благоустраивать свои собственные жилища. Вот как следующие мои собеседники. Можно вопрос задать? Вот у вас вот у подъезда двери нету, они куда делись? Давно пропали? А, двери вот интересно. Сняли двери, потому что они были ветхие. Сняли, хотели починить. Вот так А вот. потом все. Это давно произошло было? Года 2 уже назад. Вот так вот. Ну, козырек у нас хорошо, что мы вовремя кто-то вышел, и этот козырек раз и упал. И у нас соседи вот здесь с первой квартиры Миша и Гоша, они вместе соорудили. Сами по себе, да? Конечно, сами по себе. А полы у нас тоже здесь, ну, в том подъезде, может быть, видели. Там еще как-то более-менее. А у нас здесь они уже все доски такие. Наступишь на край и полетишь. Ну, вообще туда. так вот, честно, внешне, когда смотришь, что даже люди сами по себе, это, видимо, что-то не так, что Сами махнули рукой, да? Подъезды красили. Да. Пытаемся, полы За жизнь красили держим. сами, конечно, это, конечно, пытаемся что-то сделать. Здесь вообще невыносимо стало. За последние особенно года. Мы даже детскую площадку сделали. Но детям играться негде. Сегодня был вопрос, у нас вчера была комиссия ЖКХ. На комиссии ЖКХ я поставил вопрос, что хотя бы предусмотреть деньги в бюджете на следующий год и частично заменить грунт. Почему? Вот Потому именно что- на этом участке, да? Да, но не только на этом участке. Я предлагаю грунт заменить в целом. Ну, сегодня взять, это просто посмотреть, здесь полностью грунт пропитан фекальными водами. И сегодня, если взять и сделать анализ, то основные заболевания инфекционными болезнями это именно вот район таких неблагоустроенных кварталов. Ну, хотя бы мы должны обеспечить какую-то жизнедеятельность людей, чтобы люди могли спокойно жить, не болеть, вот этой сыростью не дышать, вот этими фекалиями не дышать. В сегодняшний момент, я говорю, вот мы посмотрели, вот этот дом, напрямую фекальные воды сливаются прямо на почву, на улицу, да. По этой почве, говорю, вот стекают, получается, раз, два, три, ну, говорю, мы посчитали 7 домов. 7 домов, не считая тех. Там на сегодняшний момент эти все жители написали письмо, значит, в конце вот этой улицы, прямо вот где вот мы видим серый дом, собираются строить какое-то общежитие. Землю уже выделили. Новое строительство. Да, тоже жители обратились ко мне. Вот мое мнение, я считаю, как депутата, я жителей полностью поддерживаю, что сначала надо сделать водоотведение, сначала надо убрать вот эту воду, убрать все вот эти, построить там септик, сделать здесь, например, допустим, общежитие собираются строить, соответственно, благоустроенное, правильно? Если благоустроенное, значит, будут тянуть канализацию. Поэтому в первую очередь надо сделать канализацию, сделать отвод, заменить почву, а потом уже строить новые дома. Именно на этом районе. Нельзя делать. Ну, вы же депутат. То есть вот я понимаю, что так вот бабушка или какой-то дедушка вышли бы из этого дома, начали жаловаться, да. Вот реально вот вы что можете сделать? Вот с тем, чтобы продвинуть этот вопрос. Ну вот реально, к примеру, допустим, сегодня разработана программа, на следующий год, значит, попытаемся мы ее утвердить, я не знаю, как получится или нет. Значит, поддержат меня депутаты, я думаю, что в любом случае. Значит, это программа благоустройства 2, 3, 4 квартала. Там сумма стоит в пределах где-то 28 миллионов. То есть это для чего? Для того, чтобы этот квартал сделать канализованным. Провести канализацию, уйти от этих помойных ям,
уйти от этого всего. На сегодняшний момент состояние фекальников довольно-таки критическое. Многие фекальники уже гнилые, то есть пропускают, соответственно, свои вот эти вот внутренние. Скажем, вот эти деньги выделены, и в течение какого срока могут быть работы завершены уже, с тем, чтобы было видно результат, так сказать, на лицо, чтобы был. Эти деньги еще не выделены, эти деньги будут только рассматриваться при формировании бюджета 2007 года. Да, поэтому, значит, ну я сейчас веду разговоры с депутатами. Значит, я уже неоднократно выступал на сессиях, чтобы ту канализацию, которую проложили мы сегодня во втором квартале, чтобы ее закончить. Поэтому, я думаю, депутаты меня поддержат. Я думаю, в принципе, решение вопроса будет принято. Но, соответственно, конечно, это будет все сделано не сразу. То есть 2, 3, 4, 5 квартал, эти квартала канализовать в один год мы не сможем. Но я думаю, что если мы эту программу примем, то на следующий год, ну, я думаю, большую часть мы уже сделаем. А реально-то, когда мы вот с депутатами же разговаривали, они нам хотели сделать здесь точно, как сток вывести туда, прямо к озеру. Ну, кстати, да, туда, Обещали наверное, они нам. Мне сказали, что проект уже есть. Вот То именно есть поэтому месту. именно водоотведение, да. Но нужны деньги. Вот Поэтому все ссылается на деньги. Ну я вообще, конечно, я прекрасно понимаю, центр города надо строить. Но пора уже, пришло время, когда надо обращать и на окраины. Услышанное и увиденное вот в этой передаче лишний раз убеждает в том, что дело решения проблем социальных, жилищных, коммунальных, каких угодно в наших трущобах, это дело рук не только властей, не только депутатов, но и самих жильцов тоже. Только вместе, все вместе они смогут их каким-то образом решить. Хотя надо все-таки отдавать себе отчет, что это действительно социально запущенные районы. И за каждым жильцом с молотком и с гвоздями не набегаешься. Ну, я имею в виду для того, чтобы вставить, скажем, стекло, которое разбито тем же самым жильцом, либо отремонтировать выбитую им дверь. Но мы с вами все-таки, наверное, должны отдавать себе отчет, что вот такие вот социальные проблемы, связанные именно с этими районами, как с трущобами, они будут и дальше нарастать все в большей и в большей степени. И в то же время властям предстоит их решать. Несмотря на то, что не хватает денег, несмотря на то, что порой опускаются руки. Но решить эти проблемы можно, в том числе и с помощью мер, которые предлагает депутат Визер, для того, чтобы сделать все-таки эти районы привлекательными, прежде всего для управляющих компаний, ну и для самих жильцов тоже. На сегодня все. До свидания.